В конференции приняли участие общественные и политические деятели, ученые как с абхазской стороны, так и коллеги Михаила Трапш из различных научных центров Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, студенты и все те, кто проявляет интерес к трудам выдающегося археолога. Директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба в своем приветственном слове остановился на биографии ученого и на первых археологических находках Михаила Трапш. Первый абхазский профессиональный археолог Михаил Мамедович Трапш с отличием окончил исторический факультет Сухумского государственного педагогического института. Затем поступил в очную аспирантуру при Институте языка, истории и материальной культуры грузинского филиала Академии наук СССР в Тбилиси. Участник Великой Отечественной войны. В 1951 году защитил диссертацию на искание ученой степени кандидат исторических наук на тему «Плановский древний могильник». Первая самостоятельная работа по археологии Трапш начал в 1948 году в селе Планархо, где выявил могильник эпохи поздней бронзы и раннего железа колхидской и скифской культуре. Советник президента республики Владимир Зантари огласил текст приветствия от лица главы государства Рауля Хаджимба, в котором отражались заслуги ученого в области археологических исследований. Столетие со дня рождения выдающегося абхазского археолога Михаила Мамедовича Трапш – знаменательное событие в истории отечественной науки, в жизни нашего государства. Крупному ученому кавказоведу принадлежат такие фундаментальные исследования, как памятники колхидской и скифской культур в селе Куланурха, труды, изданные в 4 томах, множество научных статей и публикаций. Участники конференции высказывались о Михаиле Трапш не только как о выдающемся ученом, но и как о человеке широкой души и неподдельной скромности. Во спасение данных памятников Трапш принял решение о необходимости начала исследования цибельдинских некрополей. Данные исследования начались в июне 1960 года и продолжались до лета 1967 года. В результате было раскрыто 5 могильников, содержащих в себе 180 захоронений, из которых 134 комплекса Трапш опубликовал сам, а остальные с присущей кавказской щедростью передал коллегам, в частности 45 захоронений из могильника Агачарху Георгию Шамба для кандидатской диссертации, а часть материала из Абгыцерху опубликовал Михаил Гумба после смерти Трапш, то есть так как они совместно раскапывали этот некрополь. Михаил Трапш – один из крупнейших абхазских археологов, который внес неоценимый вклад в историю абхазской археологии. Огромную работу по исследованию античных и средневековых памятников Сухума провел Трапш в 50-х годах прошлого столетия, когда был обнаружен богатый материал по древней средневековой истории. В те годы совместно с Каландадзе он изучал поселение и могильник 8-2 веков до нашей эры на Сухумской горе, обширный могильник и поселение на холме Гуадыхо. В 1954 году открыл Римскую башню и поселение эпохи Диоскуриады на северо-западной окраине Сухума. В 1956-59 годах выявил поселение и 150 захоронений 8-2 веков до нашей эры в поселке Красный Маяк. Он же впервые опубликовал сведения о замечательной мраморной стеле конца V века до нашей эры, найденной в 1952 году вблизи устья реки Беследки. Все эти материалы нашли отражение в ряде статей Трапша и в его исключительно ценной монографии «Древний Сухуми», увидевшей свет уже после смерти автора. Обо всем этом говорили в своих докладах абхазские и российские ученые. В среду 5-я Абхазская международная археологическая конференция продолжит свою работу в секциях. На Алакове, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.